а это карагач. Это дерево, которому 700 лет. Больше 800 лет. Норма активный срок 150 лет она должна прожить. Это объект паломнического туризма. Местные говорят, что дерево, а это карагач, исполняет все заветные желания. Главное, нужно верить. Место привлекает паломников и удивляет любопытных туристов своей энергетикой. Сюда едут за исцелением и просто, чтобы увидеть уникальное дерево долгожитель. Сейчас мы посмотрим, сколько нужно людей, чтобы обнять это дерево. Давайте. Итого у нас получилось 7 человек. В обхвате дерево имеет 6,5 метров. Даже если ты не первый раз здесь, все очень нравится. Даже это дерево, которому 700 лет, но оно просто поражает. Чувствуется и атмосфера другая, и умиротворение, да. Вяз обладает большой в виде купола кроной за счет крупных и частых листьев. Он имеет крупные и мощные корни. Так почему же это дерево назвали вязом? Вам будет трудно догадаться, а потому спешим раскрыть секрет. У вяза очень вязкая древесина. Вяз трудно колоть и щипать. За это свойство он и получил свое название. Но вязкость древесины с винтообразными закрученными волосками – это не единственное отличие вяза. Существует еще мнение, что вяз потому и вяз, что его прутья гибкие и могут употребляться для вязания изгороди и тому подобного. Вот в чем завязка нашего вяза. Кстати, из веток вяза с давних времен вязали пучки прутьев хвороста, и они назывались вязанки. Отсюда, как считают ботаники, и имя дерева – вяз. Называют еще дерево ильм, карач и берест. Ильм – это название Ильмень-озера, где Новгородчина, где вязов в изобилии. Там съедобная кора вяза не раз спасала жителей Новгорода от голодной смерти. В древние времена на Руси считали, что ветки вяза одаривают странника не только везением, но и придают мужество и власть в долгом пути. Также вяз считается священным растением и представляет честь и ценность. А для многих жителей Древней Руси вяз являлся обозначением зарождения новой жизни. Кора у него гладкая, обладает светло-бурым окрасом. Со временем она имеет свойство отслаиваться. А само дерево достаточно высокое. Высота у него доходит до 25 метров, а ширина в диаметре может достигать больше, чем 1,5 метра. Плоды у вяза не крупные, с орехом по центру. Вяз гладкий имеет продолжительность жизни около 300 лет. Но попадаются представители рода намного старше, взрослее. Это долгожители деревья. Постаревшие растения легко можно сравнить с рассудительными старцами, покрытыми глубокими бороздами, которые хранят человеческие знания. Вяз известен как морозоустойчивое растение. Цвести дерево начинает на протяжении 10 дней в начале или середины весны маленькими фиолетовыми цветочками. Его орехи спеют в конце весны или начале лета. Он часто встречается в скверах и парках. Он зачастую растет в лесах, около берегов водоемов. На территории России больше всего встречается вяз обыкновенный. К сведению,
Внимание! При использовании вяз в лечении обязательно нужно посоветоваться с экспертом, с врачом, так как это лечение имеет противопоказания. Их применяют в древодельном мастерстве, народном целительстве, а также в кулинарии. Вяз пригоден для народной медицины. Используется и кора, и орехи с листьями. Кора пригодна для лечения кишечника. Вяз используют в промышленности за счет своей прочности и гибкости. Часто древесину вяза применяют в качестве замены дорогих пород деревьев, успешно окрашивая. Вяз называется карагач, ценится среди любителей красных пород деревьев. Из него изготовляют гнутую мебель, используют в производстве картин. Вяз часто сажают в парковых зонах, его густая крона позволяет придавать деревьям разную форму. Вязы прекрасно подходят для озеленения и декорирования загородных или городских приусадебных участков. Они прекрасно справляются с очищением атмосферы и пыли, и дыма, и сажи. Интересно, часто вязы сажают у дорог, возле берегов водоемов, а также на краю обрывов. Делают это с целью сохранения целостности почвы. Интересные факты о вязе. В Корее существует дерево, имеющее возраст больше 800 лет. Древесина вяза очень вязкая. Возможно, с этим и связано его русское название. Содержит, как я уже говорил, большое количество дубильных веществ и используется в мебельном производстве из-за своей красивой и богатой текстуры. Дорогие друзья, во время отпуска завезли карагач. 30-ка и 50-ка. В необрезном виде. Хорошенький, чистенький. Длиной от 2,5 и длиннее. От 2 и длиннее. Вот 30-ка, 50-ка. Вот еще карагач стоит. Это вот 30-ка, снизу 50-ка. Достаточно весь широкий. Вот такой карагач. Деревья состоят в основном из углерода, и этот углерод они берут не из почвы, а из углекислого газа, того самого, который содержится в воздухе, и тот, который мы выдыхаем. Во время фотосинтеза листья захватывают СО2 из воздуха, вырезают из него атомы углерода и используют их как кирпичи для строительства своих клеток. Побочный продукт этой реакции – кислород, которым мы дышим. Мы вдыхаем то, что деревья выдыхают, а они вдыхают то, что мы выдыхаем. Крутая сделка, если подумать. Углерод, который накапливается в древесине, может оставаться там веками, пока дерево живо или пока его не сожгут, и тогда углерод снова вернется в атмосферу.